Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые главы. Сегодня мы с вами проведем заседание КЧС. Прошу учитывать, что на прошлой неделе подписаны нормативные акты. Это распоряжение в РИО главы по комиссии чрезвычайной ситуации. Состав поменяли. В РИО главы республики сейчас он возглавляет и является председателем КЧС. Первым заместителем в новом составе председателя КЧС я, Колодезников Алексей Вячеславович. Заместителем председателя КЧС введены Белозеров Денис Георгиевич, зампредседателя правительства, и Гарин Павел Сергеевич, руководитель Главного управления МЧС Республики Саха-Якутия. Соответственно, этот документ поднимите. Я, главное, уже доводил информацию, что так будет. От глав потребовал ввести себя в состав КЧС района. Большинство это сделали. Поэтому прошу период ЧС федерального уровня по паводку. И у нас чрезвычайная ситуация регионального уровня в лесах объявлена. Соответственно, сейчас надо принять все меры в рамках следующей ситуации по пожарам. На территории у нас в обслуживаемой зоне 22 лесных пожара на сегодня, 14 тысяч гектар. Мы большое количество пожаров в зоне контроля. Это больше, чем в прошлом году, практически 1 160 000 гектар в зоне контроля. Пожароопасная обстановка, этот класс высокий. Сейчас мы послушаем гидромет, ну и, соответственно, по принимаемым мерам. Юрий Андреевич Дегтяренко, пожалуйста. Василий Иванович. Так, за вчерашний день кратковременные дожди с грозами прошли в Алданском и Рингринском, 7 миллиметров в Чурапче, 26 миллиметров в Амгинском районе, 16 миллиметров в Усьмае, Эмиконском районе, на севере Нижнинска по 4 миллиметра. На остальной территории погода без осадков. Прошедшей ночью, 16 июля, грозы отмечались на севере Мирнинском и Усьмайском районе, дожди выпали в Оленевском, 4 миллиметра, в Мирнинском, Алданском, в Алданском до 15 миллиметров, в Нерюнгринском 8, Амгинском 7, Хангаласском 11, в городе Якутске меньше миллиметра и в Чурапчинском 12 миллиметров. На остальной территории без осадков. В ближайшие сутки 16 июля небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с грозами ожидаются в Алданском, Нерюнгринском, Усьмайском, Мирнинском, Ленском, Верхнеколымских районах, местами в центре и в Заречье. В Тампонском и Аймиконском районах ожидаем местами ливни. Ветер северный и северо-западный до 10 метров, при грозах порывистый до 13-18 миллиметров. По классу пожароопасности по состоянию на 14 июля чрезвычайно высокий 4 класс пожароопасности леса сохраняется в Нанском, Горном, Мигино-Кангаласском, Усть-Алданском, Кобяйском, Усьмайском, Тампонском, Алданском и Момском районах и в окрестностях города Якутска. Сегодня днем в центральных районах ожидаются небольшие, местами умеренные дожди и местами грозы. Все, доклад закончен. Спасибо, Василий Иванович. Василий Иванович, есть вопросы? Коллеги? Нет
Нету, да? Ну, пока может по ходу. Если Так, давайте тогда послушаем Роспотребнадзор, как у нас по ПДК обстоят населенные пункты. Вчера у нас в городе Якутске ПДК как-то превышало 2 раза. Да, уважаемые члены, уважаемые Симович, на сегодняшний день, 15 июля, на 9 часов и на 10 часов были сделаны замеры. По результатам превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. 2 раза сделали. Так, в городе Якутске и в селе Намце. Концентрация составляет по оксиду углерода 1,12-1,4 мг на литр, по оксиду азота 0,2-0,10-14, по диоксиду азота 0,112 и по диоксиду серы 0,02. ПДК не превышено. Также в Намском районе. На сегодня у нас зарегистрировано по информации станции скорой медицинской помощи 36 обращений, конкретно из-за задымленности вчерашней, там обострение астмы и так далее. Ну, по вчерашнему дню мы уже докладывали. По лагерям на сегодняшний день в городе Якутске работает 20 лагерей. Это 10 стационарных лагерей, 2 лагеря труда и отдыха, 6 дневных площадок и 2 санатория. Итого 20. Вчера лагеря труда и отдыха из-за задымленности на работу не выходили. У меня все кратко. А по Намскому району вчера были распущены дети, село Бетюнксы, лагерь РФ, стационарный загородный лагерь, до стабилизации обстановки. Так, давайте тогда сейчас послушаем Минздрав, первого заместителя министра здравоохранения Республики Припузова Олег Алексеевич. Добрый день. На сегодняшний день на территории Республики Саха-Якутия было 43 обращения в лечебно-профилактические учреждения по поводу ухудшения состояния здоровья в связи с дымом от лесных пожаров. Из них подавляющее большинство в Якутске 39 и в Намском районе 4. В остальных районах, где действуют лесные пожары, задымленности не наблюдается, по данным ГИБДД района. Организованы подворовые обходы в населенных пунктах, где действуют лесные пожары, уточнены количество состоящих на диспансерном учете заболеваний органов дыхания и патологии системы. Во всех медицинских учреждениях организована бесплатная выдача медицинских масок для определенного слоя населения. Проводятся инструктажи по шитью ватно-марлевых повязок. Вывешены наглядные пособия и раздаются памятки по защите организма от вредного воздействия от дыма от лесных пожаров. На сегодняшний день выдано населению более 24 тысяч памяток. 13.07 вышел сюжет «Итоги дня» на канале Якутия 24 с соответствующими рекомендациями. Также рекомендации размещены на официальных сайтах Минздрава от ведомственных организаций. Сюжет распространяется по социальным сетям WhatsApp и Instagram. Во всех ЛПУ города Якутска осуществляется бесплатная выдача медицинских масок. В категории определены инвалиды, неработающие пенсионеры, лица, стоящие на диспансерном наблюдении у участковых терапевтов. В медицинских организациях подготовлены запасы в количестве более 150 тысяч штук, в том числе в Якутске 22 300 штук. За последнюю неделю выдано республике 50 тысяч штук, в Якутске 6 тысяч штук. Роздано населению и вывешено на видных местах листовки с информацией, как защититься от дыма лесных пожаров, если минимум потери для здоровья. Информация закончена. Спасибо. Олег Алексеевич, есть вопрос? Олег Алексеевич, вот вчера по ботулизму Жиганский, там санрез сделали или не ставили? Вчера не было погоды, вертолеты не взлетали, сегодня. Но сегодня у нас работаем или нет? Да? Работаем? Работаем сегодня, поэтому этот случай. Не могу сказать точно, как у нас. Так, давайте послушаем Минтранс. У нас по санавиации вопросов нету сейчас? Проблем по заявкам Минздрава?
Добрый день. По всем вылетам сейчас проблем нет, по заявкам рейс осуществляется. У нас вчера задержки были за задумчивость? Вчера были задержки, да. По каким направлениям? Я точно не могу сейчас сказать. Давайте. Екатеринбург это точно был, а Москва... Завеченск. Екатеринбург был и где, давайте я уточню и... Но вы должны ежедневно сейчас следить за ситуацией по выполнению авиарейсов. Более того, количество задержек увеличивается. Исходя из того, что у нас все-таки задымленность влияет на выполнение рейсов, тоже должны это все прослеживать, особенно по работе с пассажирами, с размещением, питанием. Это очень серьезный вопрос. Проследите, пожалуйста, сегодня, как будет по санавиации, и по задержанным рейсам тоже. Так, давайте послушаем Джилстана Ивановича, исполняющего обязанности заместителя. Как у нас организована работа? Добрый день, Алексей Алексеевич, уважаемые коллеги. На сегодняшнее утро у нас действует 22 лесных пожара на общей площади 14 207 гектаров. Из них 8 пожаров локализовано на площади 2863 гектара. Всего на тушение лесных пожаров задействовано 637 человек, с которых 72 человека Федерального резерва парашютно-десантной службы Самурской и Читинской области, и 60 человек это местного отделения в лесохране, и 72 единицы техники. На зоне контроля у нас на сегодняшний день действует 78 лесных пожаров на общей площади 926 тысяч гектаров. Сегодня на авиапатрулировании по горному району будет у нас, и на тушение лесных пожаров, это по крупным лесным пожарам у нас будет работать Ми-8 в Нанском и горном районе. Ежегодно проводим 8 часов здесь заслушивания в данных районах, да, в ежедневном режиме, а также мы ежедневно отчитываемся в час дня местного времени в Москве. То есть там уже контроль идет по задымлению и всем показателям. Сейчас идет наращивание группировок по крупным пожарам, это в горном и Нанском районе. В ближайшее время с локализованного пожара в Верхнеуральском районе 6А планируем также перекинуть Федеральный резерв в Нанский район. Кроме того, еще дополнительно с Читы должны приехать порядка 35 парашютистов-десантников. Вот это планируем. А когда? На следующей неделе, это, скорее всего, где-то в конце недели. Они наземным способом должны приехать. Ну и кроме того, ежедневно у нас работает на территории самолет Би-200. Сейчас Ан-26, он работает по территории Красноярского края. И на этой неделе, если соответствующая облачность будет на территории республики, то планируем также поработать на нашей территории. Доклад окончен. Так, вот я хотел выяснить все-таки, что у нас будет с ликвидацией локализованных пожаров. Более того, Верхнеуральский пожар большой, крупный, на 2600 гектар локализован. Какие сроки ожидаете ликвидации этих пожаров? Микрофон, пожалуйста. Верхнеуральский пожар, он сложный на сегодняшний день, да. Вчера одна кромка, она немножко убежала, поэтому мы с ликвидацией данного пожара пока не спешим. Вчера докладывали и с района, и в течение 2-3 дней еще где-то мы поддерживаем. Он очень крупный, потому что... Остальные? По остальным локализованным уже сегодня-завтра мы ликвидацию должны дать. По Намскому пожару крупному, который уже у нас давно тут зарегистрирован, который, к сожалению, локализовать не можете. Мы от сути своей 2 недели им занимаемся уже. Там как постоянно? Да, там ситуация очень сложная. Вчера исполняющий обязанности руководитель департамента выехал Агеев Алексей Николаевич на пожар, конкретно 6А.
место пожара сейчас работают. Но там в основном работа ведется вручную, и взрывные работы там ведутся. И сегодня мы планируем вот усиление данного пожара вот 6А, 13 человек перекинуть еще дополнительно сегодня. И там переброска с кромки на кромке сегодня будет работа вестись вертолетом. И также местным населением там как бы дополнительно сейчас районы докладывать будут, дополнительную мобилизацию производят. Сколько сейчас человек на этом пожаре работает? Так, работает 26 человек сальников, 32 человека привлеченных и 10 арендаторов. Также 2 трактора работают. Местность очень сложная. Ну, со стороны населенного пункта реализованные полосы полностью проделаны, в том числе и взрывным способом. И сейчас производится отжиг. Я хотел вот у Владимира Сергеевича Леонова и Якутской базы лесохраны выяснить. У нас взрывные работы там проводились, завершены все или нет? Нет, еще до конца не завершены. Значит, на 6-м пожаре практически завершены. Дополнительно планируем еще провести взрывные работы на 7-м горном пожаре. Значит, работы также проводились на 18-м, 15-м и 15-м пожаре. Я думаю, что сегодня должны доставить на 7-й горный, то есть и там уже на этом закончится все взрывные работы. Евгений Николаевич, мы запросили еще дополнительно P200. Сейчас как они нам стоят по его прибытию? Пока решение не принято, но я думаю, что в понедельник, завтра, то есть вопрос уже окончательно решится. Борт 2 будет работать у нас на территории. По вашему поручению до Барышева, по вашему поручению письмо доведено до генерала Барышева, резолюция на решение министра. Дополнительный Би-200 и Ми-26. Ми-26 у нас будет работать на переброске стройматериалов, резерва под палубу. Би-200 сейчас отработайте, что второй самолет уже прибыл. И в части вызывания осадков, облачность и кучность достаточная. Наверное, надо было поработать оперативно. Владимир Сергеевич. Вызывайте, отрабатывайте с федерального учреждения. Достаточно облачности и просить, чтобы прибыли. Слушайте, тут бабушки надо ходить, облачность достаточно. Вот осадки идут, мы сейчас говорим, что осадков недостаточно. По Намскому и Горному району можно было работать. Вы что ждете-то? Сейчас облачность уйдет. Потом будем ждать до конца недели опять. Так же нельзя. Именно на территории пожара России сегодняшний. Именно там. Так, давайте районы послушаем. У нас сложная обстановка в Намском районе. Несмотря на то, что там количество пожаров сократилось, и на локализацию поставили. Крупный пожар, конечно, 4000. Исполняющий обязанности главы района. Алексей Сергеевич, здравствуйте. В Намском районе в данное время действует 4 пожара. И 6, 7, 10 и 20. В 6-м пожаре работает всего 58 человек. Вчера вы там были Алексеем Николаевичем и Андреем Мартыновичем из федерального ведомства. В данной ситуации там работа ведется хорошо работают люди, и мы видели, что там 26 ДПС провели большую работу и взрывным направлением, и отжигом. И дополнительно 16 человек и 32 человека
из местного населения в сторону Белого озера работают. И ТЗ трактор 82, ну то вчера сломалось, мы ремонтировали, и в данное время работает уже. И силы и средств пока там достаточно, а так мы основную работу проводим по мобилизации людей из местного населения. В седьмом пожаре в данное время работает 32 человека, и там пока силы и средств недостаточно, пока держат. Действует на площади 1500 гектаров. И лесной пожар 10А, ну, там работает всего 8 человек, и лесной пожар 20 пока уже всего работает 55 человек. И в данное время там люди сейчас в основном работают по оборудованию и отжигам. Все. Я на прошлой неделе у вас там в Намцах проводил КЧС, просил мобилизовать население. Вы по мобилизации это количество людей увеличили или нет? Мобилизация людей увеличился. Всего в данное время 208 человек работают на пожаре, и мобилизовано у нас около 103 человека. И каждый день мы привлекаем 20-30 человек и отправляем на пожар. Свой вопрос решили, да? Да. Рустам Иванович, а у нас на 10-м пожаре почему такое количество людей недостаточно? Сейчас мы его упустим, и тоже площади будут расти. Мы же договаривались, что надо оперативно локализацию делать. Что планируем? Да. На 10-м пожаре пока 8 человек, но это авиагентство охраны там контролирует. В основном наша задача по 20-му, 7-м и 6-м мобилизуем людей. Ну, смотрите, я же вам как раз таки и говорил, что в силу того, что по грузовым очень много термоточек появляется, в большей степени отрабатывать по небольшим пожарам оперативно. Так и делаем. Да? Так и делаем. Соответственно, я вижу, что у вас в принципе локализация прошла, вы про них по локализованному пожару, кстати, ничего не сказали. Но еще раз прошу, оперативно принимать решения по пожарам вновь обнаруженным, чтобы площади у нас не увеличивались. Чтобы не получилось так, как с 6-м. Сейчас с ним бороться тяжело. На малых площадях надо оперативнее работать. Поэтому департамент лесных, Агеев там на месте находится, он должен оперативно людей расставлять. Алексей Затимович, у нас каждый день образовывается также 3 пожара, в некоторых местах 2 пожара, и мы сразу там мобилизуем людей. Больше 50-30 человек отправляем. Поэтому отправляемся сразу на мобилизацию. И локализовано у нас 18, 15 и 19. 19 у нас 2 дня продержалось, и вот им сразу привыкали. И 15-18 тоже на месте решаем. Спасибо. Я тебе верю. Так, это не слышим. Давайте переключайте на главу горного района, Никита Викторовича Андреева. Там у них тоже эта ситуация достаточно сложная. Здесь крупные пожары, которые у нас уже тоже достаточно продолжительное время действуют. Никита Викторович. Добрый день. Алексей Засимович, уважаемые коллеги. На территории Горного Луса действует 4 пожара, в том числе один номер 8 локализованный вчера. По 6-му пожару площадь составляет примерно 3300 гектаров. Сегодня там находится 155 человек, в том числе мобилизованы 60, 5 единиц трактора,
В целом там задействованы 16 единиц техники. Вчера направлен дополнительный трактор дорожной компании и пожарные машины. И южная, юго-восточная, юго-западная части пожара по кромке опаханы. Угрозы объектам экономики пока не имеется. Вчера Лушицкий пожар тоже по кромке опахан. Сейчас ведется корректирование. Проблему в северной части пожара. Там работает 43 человек и агромаш. Задача тоже опахать по кромке и произвести личный памп. По седьмому пожару. Седьмой пожар находится между селами Асыма и Октуков. Площадь уже составляет 450 гектаров. Здесь задействованы 29 человек. В настоящее время из-за того, что местность очень плотная, там у них трактора нету, не представляется возможным использовать технику. Поэтому вручную окапывают пробку пожара и делают встречный пар. Взрывников туда подходит шашкой. Травяной речки, которые доходят до села Октутук. Вчера выехал трактор, он по дороге сломался. Сегодня должны его ремонтировать, и он должен... Это какой пожар? Пожар номер 9 находится на территории Атаманского наследия. Площадь пока небольшая, всего 28 гектаров. Здесь задействовано 20 человек, все мобилизованы из Атаманского наследия. Пока не пришли. Имеется трактор ЖТ, который опахал южную кромку пожара. Ладно, больше. Спасибо, Никита Викторович. Вот у нас по Кобяйскому вот какие меры мы принимаем? Там тоже этот пожар большой, Джилстан Иванович. Кобяйский пожар, общей площадь 1949 гектаров. Ну, этот пожар, мы его тушили, он как бы был локализован, но ветер поднялся и немножко он как бы вышел за пределами полосы. Сейчас доделывают работу. В принципе, она была локализована уже до этого. Сейчас завезем еще там 4 человека наземной службы и одного парашютиста. И будем это встречный отжиг также там проводить. Ну, профессионалы. А так местные. Так, у нас в зоне контроля есть небольшие по площадям пожары в Вилюйском и Мегино-Кангаласском. Я прошу департамент лесных отношений и глав муниципальных образований локализацию в кратчайший период сделать. Будем завершать. Что хотелось бы сейчас сказать. Первое, все-таки надо контролировать пожары, исходя из ситуации по крупным. Это раз, да? Локализация, если проходит, патрулирование в обязательном порядке обеспечить. У нас уже несколько раз происходило так, что этот локализованный пожар опять себя проявлял, и мы его выводили из локализованного не в ликвидацию, а опять в тушение. Есть проблема, связанная с тем, что сейчас проходят грозы, термоточек много образовывается, соответственно, по оперативности надо не упускать. В течение одного дня эти вопросы решать. Роспотребнадзор я прошу наблюдение делать по ПДК населенных пунктах, там, где у нас
пожары близко идут, да, или задымленность есть. Соответственно, информацию туда вводить. Минздрав, все меры примите, чтобы обращающиеся граждане получали услуги медицинские своевременно. Сейчас проблем особых не вижу с вашей стороны, с точки зрения оказания услуг. Но однако на контроле эту тему надо держать. Особенно сейчас работу надо организовать по санрейсам. То, что вот вчера, допустим, Жиганск не полетели, значит сегодня должны полететь. Погодные условия позволяют. Доставили все-таки, да? Ну, просто первый заместитель ваш не в курсе был, он сейчас только что доложил, что вчера борт не работал. Доставили, да, этого больного? Ну, как я предлагал, через год работали, да? Ну, хорошо, правильно. Соответственно, Минтранс задержек не должно быть, если это не имеет какой-то объективности. Там, допустим, вчера с министром здравоохранения общался, он предложил, что уже отработали. По образованию тоже. Но если у нас там лагеря как-то закрываются на период какой-то, надо следить все-таки, чтобы дети под присмотром находились. Это серьезная тема. По сути своей, погода хорошая, летняя, обычная для этих периодов. Может быть плохая для здесь сидящих, которые занимаются тушением пожаров. А население должно все-таки не чувствовать, что происходит у нас на территории. ЧС есть, да, надо принять все меры, чтобы минимизировать последствия и влияние.